Мирнинская больница приобрела мобильный аппарат для системы очистки крови плазмофереза. Ранее для того, чтобы пройти подобную процедуру, пациенты вынуждены были выезжать в крупные медицинские центры. Теперь же она доступна всем желающим. Тему продолжит Наталья Николаева. Летом текущего года в отделении реанимации района больницы установили аппарат для плазмофереза. Эта лечебная процедура проводится для очистки крови от токсинов, инфекций и аллергенов. В этом году, скажем так, мы проводили плазмоферезы больным с септическими заболеваниями. Несколько пациентов у нас прошло с бронхиальной астмой и различного вида аллергическими заболеваниями. Значит, также контингент пациентов может включать в себя это заболевание печени, то есть различные виды гепатитов, также аллергические, которые я сказал, тоже различного генеза. Вот. Плюс сюда еще бронхиальная астма, псориазы и интоксикации различного вида. Методика плазмофереза основана на фильтрации жидкой части крови через специальную мембрану. Она способна задерживать на себе токсические вещества или воспалительные элементы. Полупроницаемая мембрана, которая отделяет клетки красной крови, то есть эритроциты непосредственно, да, а плазма – жидкая часть крови. На белках скапливается, получается, у нас токсины, и она их выкидывает, образно говоря, из организма в отдельный там приспособление, мешочек. Вот, то есть происходит постепенная замена, то есть плазмы. Тут можно как большой объем убрать и маленький объем. То есть все зависит от необходимости. Еще 10 лет назад плазмоферез считался исключительно медицинской процедурой, назначался только при определенных заболеваниях. Сегодня его предлагают пройти даже в косметических салонах, называют глубокой очисткой крови, обещают омолодить и избавить от шлаков. Но плазмоферез проводится только в условиях реанимации, а это говорит о том, что процедура небезопасна, поскольку очистка крови – сложный процесс, неизвестно, как поведет себя организм после такого вмешательства. Процедура должна проводиться под чутким контролем врача-анестезиолога. Направление выписывает лечащий врач, который подбирает оптимальное количество процедур. Для достижения результата необходимо пройти минимум 5 сеансов.